Это было в старые времена, когда не было еще ни людей, ни лесов, ни земли, никакой живности. Только ровная гладь воды на все стороны света, а над ней такое же бескрайнее небо, светлое и белое. На небе жил Инмар, хозяин неба, а внизу, в ледяной воде, его младший брат Вукузё, хозяин воды. И во всем мире, кроме этих двоих, никого не было. Много-много веков жили они по соседству. Инмар пас облака, а Вукузё ничего не делал. Инмар иногда спускался с неба, зачерпывал воду своим золотым ковшом, затем возвращался обратно и поливал водой пушистые облака, чтобы те не пересыхали. А Вукузё ничего не делал. Лишь иногда выплывал на поверхность воды и, закинув свою длинную зеленую бороду, на проплывающее мимо облако сушил ее под желтыми лучами солнца. Однажды взгрустнулось Инмару, и решил он переменить свое занятие. Повесил свой огромный ковш на облако и спустился вниз к дремавшему на водной глади Вукузё. «Эй, братец, довольно бороду сушить, сослужи-ка мне службу, сплавай до самого дна, да принеси мне оттуда горстку земли». Очень не понравилось хозяину воды, что не дал ему Инмар вдоволь понежиться на ласковом солнце. Но ослушаться старшего не посмел. Послушно нырнул в воду, а обиду затаил. Таков вот нрав был у этого Вукузё. Вукузё спускался все глубже и глубже во тьму первичного океана и ворчал, пуская пузыри. И вот, добравшись до самого дна, набрал горсть земли в кулак, а чтобы досадить Инмару, решил не всю землю ему отдать, и несколько щепоток у себя во рту утаил. Вынырнул Вукузё, отдал хозяину неба землю и начал наблюдать, что же такое тот собрался с ней делать. А Инмар задумался творить целый мир, чтобы было ему о ком заботиться. Он разложил бережно ту землю на своей ладони, обогрел, высушил под солнцем и стал сдувать во все стороны. Земля падала на гладь первичного океана и по замыслу Инмара множилась и разрасталась, и вскоре затянула собой всю воду. Полюбовался хозяин неба на сотворенную им сушу и, вспомнив, что облака у него совсем без надзора остались, поспешил в свою обитель. А тем временем Вукузё было совсем не сладко, ведь земля, которую он спрятал у себя во рту, также начала разрастаться и уже чуть было не разорвала его волосатую голову. И только поднялся Инмар обратно на небо, Вукузё разжал стиснутый рот, и стала оттуда вылетать постоянно растущая земля. И там, куда она падала на ровную сушу, появлялись горы, холмы, кочки и овраги. Так стала земля гористой и неровной. Первое время Инмар даже не замечал, что стало с землей после этой проделки хозяина воды. Много дел на небе скопилось, а сверху с первого взгляда и не разглядишь этих изменений. И вот собрался однажды Инмар облака поливать, взял свой золотой ковш, спустился вниз за водой. Каково же было его удивление, когда он увидел, что его творение поросло все горами да ухабами. А кто это набезобразничал, и догадываться не нужно было. На всем свете жили их только двое. Начал думать Инмар, как бы ему проучить хулигана Вукузё. И решил он сотворить огромных великанов, чтобы ходили они по земле, шумели и рыбу ловили своими огромными ручищами, лишая Вукузё покоя. Долго ходил Инмар по сотворенной им земле и, наконец, нашел две подходящие скалы.
Одну повыше, поугловатее, другую покруглее и поменьше. И начал он вырезать из них великанов. Вытесал руки, ноги, глаза, зубы острые. Но это лишь на словах так просто. Дни и ночи, не покладая рук, работал над великанами хозяин неба. И вот, наконец, закончил Инмар. Обрадовался, что такие складные получились великаны. И уже хотел было вдохнуть в них жизнь, да вспомнил, что второпях забыл взять с неба разум, чтобы вложить его в великанов. А без разума никак нельзя. Ничто его не заменит. Ни сила, ни ловкость, ни здоровье. Да и счастье без разума не познать. И отправился Инмар за разумом. Только скрылся из виду хозяин неба, а Вукузё уже тут как тут. Выскочил из холодной воды и пустился в припрыжку к истуканам, которых сотворил Инмар. Да только как ни пытался он пробраться к великанам, ничего у него не получалось. Ведь Инмар, зная нрав младшего брата, своим могуществом сделал так, чтобы никто не мог приблизиться к его творению, пока его нет рядом. Разозлился Вукузё на Инмара с этим его колдовством и плюнул издалека на истуканов, а слюна его была такая же ядовитая, как и он сам. Зашипела она, стекая по каменным очертаниям великанов, и покрылись они от этого с ног до головы волдырями да проказами. Спустя некоторое время вернулся Инмар. В руках он нес разум в туиске. Так как увидел он, что стало с его великанами, чуть не выронил этот берестяной туесок из рук. Стал Инмар думать, как теперь быть, заново ходить по земле и искать подходящие скалы, или обтесать эти, сбить в них все эти болячки, да долго это. И придумал хозяин неба вывернуть наружу своих истуканов. Так и сделал, и стали великаны с виду как прежде. А все изъяны внутри остались. И поговаривают, что именно с тех пор вышло так, что все болезни у человека внутри сидят до поры до времени, и сразу их как будто и не видно. Взглянул Инмар на великанов. Хороши получились. Назову их мужчина и женщина. Пусть ходят по миру и жить друг без друга не могут. Плодятся и дают жизнь другим великанам. Вдохнул в них Создатель жизнь, а те тут же побрели прочь, утопая по колено в густом лесу. Даже не поблагодарили Инмара, и тут Инмар вспомнил, что совсем забыл в этой суматохе разум вложить в свои создания, и остались они неразумными. Покручинился хозяин неба и отправился обратно, проверить, как там его облака, все ли в порядке с ними. А Вукузё вылез на берег, схватил кривыми пальцами туесок с разумом, который так и остался лежать на земле, выгреб из него все до крошки и, трясясь от беззвучного смеха, побежал прочь. Задумал он тоже сделать кого-нибудь. Не зря же он все это время подглядывал за Инмаром да запоминал. И делать он собрался вумуртов. Это черти такие страшные. А то думает, наплодятся великаны, станет их много, не смогу я им в одиночку козни строить. Притащил он из болот и оврагов разных коряк, да веток узловатых. Собрал из них вумуртов, смеялся. Эх ты, хотел мне досадить, а сам такую службу сослужил. Ведь придумал Инмар разложить по всему миру разум, чтобы великаны, наткнувшись на него, умнели и развивались. Время на земле текло, как быстрая река.
Инмар заселил небеса, леса, водоемы и почву разными живыми существами. Расселились по всему свету великаны, которых звали Алангасары и Вумурты, слуги Вукузё. Великаны были большими и глупыми, костра поддерживать не умели, дома строить тоже. В общем, вели крайне неприглядный и дикий образ жизни. Ловили рыбу прямо руками и так сырую ее и ели. Однажды в одном племени великанов родился маленький великан. Ползая в траве, он случайно проглотил кусочек разума, приняв его за ягоду. И с тех пор тело его перестало расти, а интеллект и смекалка напротив. И стал он учиться дома строить, овощи выращивать, орудия изготавливать. И других пытался обучать всему, что сам умел. Но другие великаны боялись его и думали, что завладел его сознанием злой дух, и однажды ночью все сбежали, оставив его одного. Необычный юноша построил себе дом и стал жить один, питался тем, что выращивал, и жил каждую секунду, радуясь всему, что его окружало. Однажды он забрел в незнакомый лес и почувствовал запах костра и готовящейся еды. Он пошел на запах и наткнулся на небольшой домик, возле которого сидела девушка, такая же невысокая, как и он, и готовила что-то на выложенном из камня очаге. Оказалось, что в соседнем племени великанов тоже появилась странная девочка, которая совсем не росла и пугала своей разумностью диких соплеменников, которые в конце концов также бросили ее одну в этом лесу. Говорят, что именно после этой встречи появились люди. И с тех пор ходят они по свету и ищут, собирают по крупицам спрятанный хитрым Вукузё разум, познавая различные науки и законы этой вселенной. Большое спасибо за внимание. Мы рассказывали и рисовали для вас древний удмуртский миф о сотворении мира. Спасибо, что вы так внимательно слушали. Мы от лица нашего спонтанного творческого коллектива желаем вам всем счастья, радости и любви. Спасибо. А сейчас я вам расскажу тайну. Самую главную тайну, только нужно очень внимательно слушать. Все, кто сейчас подойдут к этому столу с песком, смогут попробовать им порисовать. Боже мой, только Каллен, осторожно. Нож ми пана али Елена Каракула шудозна шудыр нешкур. А сокус пыр метеля дым дашечкумы шудом ёсны. Есть у нас сегодня еще и игры и танцы, которые проведет Татьяна Бакаева. Вот она здесь. Поэтому я вас сейчас попрошу немножко, может быть, расчистить, да, помочь. Да.
где была? Мама, кто? Вязали, нож вязать и зещёте. Ничего не влез, вот это. Алена, и зещёте. Ничего не влез. Как зовут? Анютали, ношаняки зещёте. Как зовут? Танюшали, ноштаняки зещёте. Джаміляли, джаміляки зещёте. Разанали, нож разанаки зещёте. Вовікли, нож вовіки зещёте. Андрю, Савлюке, зещёте. Нож Андрюшаки зещёте. Сосуке. Только крепко держим ручки, наши ручки, сонки снежку выливаем. Лодки спев, это саду на лежаке. Лодки спев, это саду на лежаке. Выбирай. Кто будет сзади выбирать? Ну-ка, крепко держим ручки, наши крепко. Лодки спев, много девки співали пісні. Потер ворожила, що житись, потер сама п'ясно, тож йодись. Теперь танцуй, зайка. Лодки спів, як те саду на лежані. Лодки спів, як те саду на лежані. Вибирай. Ты была уже, Зойка? Ты уже была? Иди, Целя, выбирай. Ну давай, живи. И остальные кусочки крепко держи. Ну давай, не куда-нибудь. Ноги девочки лебедины. Вот это ворожила, что житись. Вот это сама ясно, нож юниш. Лодки, договорились? Ну как мы все встаем? Правая ручка на руке соседа. Полянки отошли. Нож полянки мы. Глаз отошли. Смотря, она это видите. Родители, душа помогает. Ножки сманит, ножки сманит, ножки сманит, юношаный. Это треманит, это на дверь, это на весь, кто склонит весь. Это треманит, это на дверь, это на весь, кто склонит весь. Ой-ой. А нас кочерня на кулаблот. Кукареку жужжу. Кукареку кузят ашве. Ну поставил черепушки. Мама еще за ладно. Кошки. Dar счет минуты войны. Если сначала форму мутату, я взяла нож, момент поляны, будешь ходить.
кошки заманят ее машины. Кошки заманят ее машины.
четверг, где 18:30, штат городских проектов РИФ, у нас круглый стол по сохранению кукуруза. Круглый стол посвящен как раз вопросам, как сделать так, чтобы кукуруза звучал чаще, звучал в современной музыке. Как сделать так, чтобы, например, мальчики молодые учились исполнять, играть на кукурузе. Думать над этим, развивать инструменты кукурузской творчества. Вот всю информацию можно найти в контактной группе «Кубыс фестиваля». Mukhet şude, argan mukhet şude. Hayır,